Вечер добрый. В прямом эфире работает служба информации телеканала «Грозный», в студии Зураб Центроев. Обсудить все детали, пока есть время. Республика готовится ко дню чеченского языка. Личное присутствие намного эффективнее, чем взгляд из Москвы. Министр труда России оценивает работу социальных служб региона. Лучшие курорты Турции для чеченских детей. Первая группа школьников отправилась на Средиземное море. Республика готовится ко дню чеченского языка. О предстоящих торжествах говорили сегодня в Доме правительства. В ходе встречи с членами оргкомитета Рамзан Кадыров подчеркнул, праздник должен охватить все районы республики и стать одним из самых запоминающихся дней в году. Подробности у Алевтины Банадыковой. До Дня чеченского языка осталось всего пару дней. О том, насколько готова республика к празднованию одной из главных дат и каков уровень знания языка у самих носителей. Все вопросы были затронуты на встрече главы республики с оргкомитетом по празднованию знаменательной даты. В его состав входят представители научной интеллигенции, сотрудники правительства, СМИ, культработники. К сожалению, не все умеют правильно изъясняться на родном чеченском языке, отмечает Рамзан Кадыров. У многих незнание не вызывает даже стеснения, поэтому необходимо уделять повышенное внимание празднованию этого дня. Mot bulla naši botna, naši status studelona, la buč vešavet gedona, kezikul, naši mot bit jetsarich, jasarich, adon ras mot bit sarich, jachnichul don, ile kemot sarich, no ugli halach, shi nein mot bit sarich dona, is do jachtul don, mosu mot amal biz amch don, kemetnesh amal don, is o dezidu tunir don tanawe rosh, dahosh bol boch dona. Vagy halva itt egy dostalom Saudi dőlcsdana, si dőzlerdana, si matnén mat bőcsbocs nach Saudi bőlcsi, olycendana, ibit bízel ibit khashkhalar, vagy bit dana, vagy nachsi dolcsod adódos khalar dan, izdan körtön ma'andosdana, ilyet tőid. Глава республики интересуется мнением тех, кто ежедневно работает с языком. Здесь отметили, от учеников уже в школе необходимо требовать хотя бы основ языка. Подрастающее поколение должно больше знать о чеченских писателях и поэтах, да и литературы на родном языке в продаже должно увеличиться. Så butch var bort många has mot hållet då. Nacht in butch var bort det sen has mot den skulle ses då. Jag åkte ju has butch då så jag kunde skida då. Det gatt butch mot då. Under där var såna och in masarna då na. I bits ever då är då tisch då där då hög så då. Där nacht mot bizer då. Shi kam det där skälar shi dana shi delar då där då na. Och nej mot dig mot borstelomst där dus så det är det så att sen man där så att det är då vi nacho att då nacho då mo alchi din där så hade det slödes där admi måste dinen ju ahlos då då غير يا وقت ولا غير دوش يواسع då ليرم لا بخوش يواسع غير نيشن دون دوك إسا إخواتها هو بيشنا واستوشل ده هو تاي دون خود شواتها إز نوع شوات سندل دونا أو نوع شو دونا وزن نوع شو دون خل ويتان عمود يشدو وينا ده وينا دونا يكاد شو لوش حقيقة يشا يش يا دونا يخرج يج أورن يج أور دونا سو يش سندل دونا وي أوش كتا دونا
Oorskeder ham oorsked dat we dan de bilgeldag aan bilgeldag net dat we dan sinds in dan daar maar dan toen nog beter gelaas ja net dan is dan bitse besh wat met sidish sida toch zo dan sida aan zo dan geriet aan dan bilgeldag. В знании чеченского языка и проявлении любви к нему можно бесспорно ставить в пример главу республики, отметили собравшиеся. К этому же должны стремиться все представители народа. Сегодня прозвучали и конкретные предложения, как повысить интерес учащихся к изучению родного языка. Школьной программе طبعا شكولها يعمس ديت سالة دون شكولها بالعمر صوت نوتش موت ساعة موت سعيم سون سونا حاجة ترى بريبادة شكون نوتش موت خيوش باش سان جيم حاجة جيم زرقة صودش إيش تسرقيش أو بعض بربر إيش صود بربر ده استوديان شباب universiteta pedinsta نوتش موت فاكولتي سيجابو استوديان شتا أدين ستيبند حد أرشين إشتا يوم دشتو زين ريسبات بتسديش نعباي شو عندنا قوميجا شكو تشاقل شنها يجي на чеченском языке и имеет программу, я соответственно, но вести как на нашей территории при экзамене единый по чеченскому языку, по родному языку. Я думаю, это не противоречит конституции нашей, закона почав мат будет сюда воюк, что не исходка. И что писатель сейчас заходит в область. Ишт условия школьника, что он баба ходит, да и резко. Муатта дава кырбу, муатта шаша кышбат, муатта нақиш бицахуй, на носитель языка вышел без. Вы давно кавик что, баба что, и муат время, да и муат кырбу, да и резко. Рамзан Кадыров дал поручение руководителю оргкомитета рассмотреть все высказанные предложения. Было отмечено, что необходимо усилить работу в рамках телевидения. Однако глава республики подчеркнул, несмотря на достаточное количество передач, не все смотрят телевизор, поэтому работу необходимо проводить во всех направлениях. И должен это делать каждый на местах. Nog la yukkari we dindu fordu we yodan twambar we hundaji we chwadana we chubaka berkandan der mas wa khosh us dinsin loos bulbelch we dan yahyosh na arab sotin yashi wat dan bachuter kwak bot amadi da كذا حوالي كباو دي كذا توسكي دون خيس عجبان دايهم وما أحد لازم خوته بس كذا وما أحد يقدر دون دول إنشناخه سايد سيو تشكلي بس أيوه دون النخشي ما تيوهول دون النخشة اللي بوصل لهم يح غلق إذا النخشي ما تعسن إديس على دات دون ما عندك على دات دون يحيى وقت دات دون سندير سن كيس سرج دك أنا شو أرجع بيجي كيس سرج دك وقت Без языка нет нации. Мы должны бережно хранить и развивать нашу родную речь. В этом заключается долг каждого чеченца, отметил Рамзан Кадыров. В первую очередь мы обязаны говорить на чеченском и дома, и на работе. Необходимо взаимодействовать с обществом, вызвать интерес к родному языку, больше общаться и вступать в диалог. И здесь глава республики готов помочь каждому. Motos glovant Ivan, C коллектив Ошке, ще бог бючван. Ошке, хотел вам фармел декача ишдушта. Хортек ще бог, хогида. Хай бог, хо хайне дан. Шхора ما ще бог, بيس دان خير. حاول management رزوات يسوي ودان إيجو إز علما خلرخ يازر خو خلرخ إيجو كانت خلر دان إما باتن بلاغ تبلاغ أخي أبو دان يوخ يسر باغ بوي ديك خاش ولتك دان شوستري ولتك دان يعني وقت شوست ولتك ما يسنتي نعرف دان أسبوع نعرف لا تعرف أنا دان تعمل منستير سيدا. Успешная работа зависит от работы всех ведомств. Было предложено создать отдельную рабочую группу, однако здесь сошлись во мнении, сами министерства могут сотрудничать вполне успешно. По Министерству образования, культуры, печати информации, гуманитарной. Цель была, что хулиев дахауш, иштамбал, что я хочу, уж арич,
مثلا مخ على библиотеки, мах ариош, журнал хиндиш, по закону. Обязательно экземпляр. Ищешь Москва, да, я хочу, что он замечание, ешь адрес адрес. Его шиш журнал, от скоро школе, библиотеку, царя я здесь. Ок, из мах бутен подписано, масла война, журнал 600 рублей, душевно, шит номер. И обязательно экземпляр царя подписки, о, хулил царь находит. Yok театровый спектакль, вот там против наркомании, кричу. И спектакль ход течи, вы дешево, лакаш классир, студент, уж цик биг бизи лагуш, цей лоши заиншенчи, от министри, цей бастрельчи, вы беш волбал и анхельбацев. Глава отмечает, необходимо поощрять тех, кто несет родной язык в массы. Причем это должны быть люди, труд которых не был ранее поощрен. Die Biersicht, kahjuksból az ilyen bilgolborból és ausztreti dana, a kügel hozzá orkimitét, és vádil csána, ha doeldan, talán ez ausztácdis dana, hausuleldan, hogy kán auszketse, hokon herdogat is thalóval for ettors, vagy de én hudok ide dan, előbb mire pretici a miniszter, alól nagrácsen csináló elcsi, de vedné tégy licáló ide. Tudja, hogy értskább és dan, alábbég, ősvég, szávolcsánsz, avánszem dan. Закладывать основы необходимо еще в учебных заведениях и не забывать и о взрослом поколении. Пропаганда во всех СМИ и желание каждого. Вот то, что поможет привить и развить любовь к родному языку. Алевтина Ванадыкова, Ибрагим Налаев при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики. Новости. Рамзан Кадыров недоволен работой Министерства по взаимодействию правительства с гражданским обществом. Об этом глава республики заявил на встрече с руководителем ведомства и его заместителем. Глава республики отмечает, министерство не всегда своевременно выявляет проблемные вопросы и доводит их до руководства республики. Какую работу, а главное, как проводит Министерство по организации взаимодействия правительства с гражданским обществом? Этим глава республики интересовался на встрече с руководством нового ведомства. Рамзан Кадыров недоволен результатами. По словам Арбита Маева, действовать более эффективно мешает огромный поток обращений. Там 169 обращений именно по жилью рассмотреть. На местах депутат, привлечь порученца, привлечь депутат, юрт, участковый, юрт, да, мы все заключения шаял критерий просматривать. Я считаю, пособие еще так, НВФ участник тех илтала, غدا مبات شيء جليو شيء صارت عداء ضد صندوق دلة صدلة. تقدرنا إنه يؤخر لي أذانا يو رباي ما سكيبه يشنا برضان إتبنا وش من بيشبلنا وشلونه وهو مصر بخلص كده أنا كده سيدان كنتانا hangi vadiyen Erdoğan'ı tedenen işler Erdoğan diyor da bir yakın bir işet Erdoğan'ı tatil işbet Erdoğan'ı şaşt Erdoğan'ı ideoloji viski işbet ve serset saucası işbet Erdoğan'ı nece şille saucası işbet ve serset ama Erdoğan işet öyle de skills on nece izin участие в лабору дождь вообще его да вообще это дождь вообще она мета использует любовь она администрация глава правительства ФСБ МВД Масара Дона, Сертек Дона, участник МВФ Дона, Винни, Чугани, все права ушибляют ищет, наоборот, Дона. И двигаться цидон, что ты хочешь двигаться батутин, был особо без Дона, вы Дона, он чехпат, он даст он, там Дона, ошивый Дона, летает чех демон, даст дьявол, диетула, там ойсен Дона, вы Дона, вы Dinti dan we net dan Amanhas boeren niet boer alleen dan we dan Masana dan Tsoch Arab dokho dan Belgian ti boer net dan niet boer het t-shirt is dokho net dan niet boer zich ket sia bola boer dokho tbloch dan bal leden mos bonacha ju avon uspo das is onder is en bonacha we absoluut dan dit was op zich dan ju ordan dat echt is op zich dat Более того, необходимо быстрее принимать решения, заявил Рамзан Кадыров. В числе обратившихся могут быть и больные, лечение которых нельзя откладывать. Барьеры между властью и простым народом необходимо убрать, отметил глава. Собственно, для этого и создано новое министерство. Каждый случай необходимо рассматривать индивидуально, учитывая в первую очередь срочность решения проблемы, подчеркнул Рамзан Кадыров.
brukte de systembehandlers, Moskva dan, daar die precies wat wachten voeten daar staan. Daar ik dan, zie ik dat daar ik terug staan, is bergcommanderen moet zich uit een berg dan, ooit. Zdroger не будет им sabut ja das geht nicht dann hat nicht alles in aus das dann dann ist ein bonach dann so ist schon so stärker so da bisschen das ist besser вы тогда бинен чуах цаамет да придумать das geht dann nicht dann nicht schön das вы углеролен китайчу до чапы видишь мохи das ist ein bonach dann беш hat das dann беш ist бибель so dann вы цан bisschen das geht حاجة شو بيرنا أول يخلش متكلم ده جرمانيا إسرائيل عشان دقة أخش مدل ساعتين ويجينا بستيد الحبس دوات الشيء ده بيسات الشيء ده ولا كده ده نية تشاهد ده الشيء يعني شو أول يخلدوا تعمل حتى لو كده أصلا دلش ساعد أسخيل دلش كده يسأل بغنات سخو كده يقولوا شيء أحشك مدل يوم حبوا حاول كده أويش نان أروك ساتسي شغل أويش تو بيتشن بالين لوحة شغل أويش تو لازين شغل تعال وي مش هتسليش دانا وي كلينيكي بيجي بس باوعيش بيتري ولا بيجي ما نواعيش دان شو حاجة أنا ليش تندان استنيمش حاجة دانا يستور بدل ضيعي تونا شغل يدو أيشي وين شنو أدرو درشل ده لعنة كسن دانا وين أدرو ديس كده. Среди обратившихся немало и аферистов. Именно из-за них страдают люди, действительно нуждающиеся в помощи. Иждивенчески настроенные заявители усложняют процесс формирования списка. администрация, шайгит телевидение, радио, боссу маш, задействует бешлон. Алло, вы да это рассказки чисто на телевидении, боже, записи, око хараз батарея, лишь хараз душен бог. Вы должны работать, конечно, вы должны привлекать все министерства, ведомства. А вы сегодня на сегодня оценка без бона с 3 с минусом. Вы не заставляете меня работать, конечно. Некоторые чуть ли не требуют устроить их на престижную и высокооплачиваемую работу, к примеру, в структуру МВД, хотя лет 5-6 назад мало кто из них рискнул бы взять в руки оружие и встать на стражу правопорядка. Министерству по организации взаимодействия правительства с гражданским обществом необходимо активизировать работу, нужно задать другой тон. Вы должны быть главными, когда проводите встречу, когда Министерство образования, вы отвечаете, вы же собрали, они должны отчитываться перед народом. Если у нас есть вопросы, все, то надо отвечать сразу. Если нет, то да. Мы будем спрашивать, почему вот такие ситуации у нас там. А что? Это Бог низкий сплатит, между понимаете решение, и после этого, да, не только да, он возврат, но что ахил был, так сказать, вообще да, он сейчас, эти молодые люди не оправдали доверие, это нахер будет, конечно. Человек полномочия, Бог, так сказать, Бог взаимодействие еще что министерство, ведомств, администрации. Башку лез любой дом. Это на основе. Я все говорил, что он никогда не работал в команде первого президента Ахмада Хаджи Кадырова. А лозунг Ахмада Хаджи — это благополучие населения. Если вы хотите себя показать, достойным образом, вот патриот, что там делает, вы должны работать. Министерство может задействовать любые законные ресурсы и спрашивать с каждого ведомства. Результаты необходимо достичь в ближайшее время, заявил Кадыров. Ислам Агамадов, Ваха Кантаев. При поддержке пресс-службы главы республики. Новости. К другим событиям. Первая группа чеченских детей отправилась на Средиземное море. Сегодня из аэропорта Грозного в Анталию вылетели 480 школьников. Ребята пробудут на турецком берегу 10 дней, где смогут отдохнуть и поправить здоровье. Тему продолжит Алевтина Банадыкова. Грозненский аэропорт такого наплыва детей не видел давно. Со всех уголков республики они спешат на рейс в солнечную Анталию. До конца сентября отдохнут на турецком побережье Средиземного моря более 14 тысяч детей из Чечни. Сегодня спецрейсами вылетело около 500 школьников. Пока дети разбираются с документами, сами родители не могут сдержать слез. Для многих из них это неоценимая поддержка и помощь. Для нас это большая честь, что дети едут за границу. Дети из малообеспеченных семей, погибших сотрудников силовых структур и просто отличники учебы и активисты. Для них 10-дневная поездка абсолютно бесплатна. Пока вместо слов у этих детей одни эмоции. Заграничную поездку Министерство труда, занятости и социального развития организовал по поручению главы республики.
На будущем нельзя экономить, поэтому отдых детей будет проходить в наилучших условиях, за границей. Настроение не испортил ни проливной дождь, ни пасмурная погода. Через несколько часов непогоду сменит жаркое солнце. Морista, угордикник, отель, тетел отель шуба, выбрать отелью, пятизвездочный. Выбережно, нел качем был сада аугли, цан юман сец саму удал ау, массу аур, помцига, кичем бина абу, дал молансар, диксада ардал тешна ду. Многие из них впервые выезжают не просто за пределы региона, а за границу. С детьми также полетели врачи, педагоги и сопровождающий персонал. Учебный процесс не прервется. И это, пожалуй, самое главное. Левтина Бонадыкова, Тимур Саратов. Новости. Модернизация энергосистемы Чечни началась. В Грозном подписано соглашение о сотрудничестве между главой федеральной сетевой компании и руководством республики. У столичных гостей была еще одна миссия – вручить молодым энергетикам ключи от квартир. 28 служебных квартир получили работники электросетевого комплекса Чеченской Республики. Ключи новоселам передал председатель правления федеральной сетевой компании Олег Бутаркин, который прибыл в республику для переговоров с чеченской стороной и заключения новых договоренностей. Таким образом, компания стимулирует труд молодых специалистов. Задача не только с вас требовать надежной работы и качественной работы. Задача, конечно, создать вам условия, нормальные условия труда. После торжественного вручения ключей делегация во главе с председателем правления федеральной сетевой компании направляется на встречу с главой республики. В основном здесь говорили о состоянии энергосистемы региона и путях ее развития. В беседе участвует председатель правительства, а также министр промышленности и энергетики Чечни. Рамзан Кадыров поблагодарил гостей и выразил желание укреплять сотрудничество с компанией. Я рад, что вы приехали республику посетить, посмотреть, убедиться в том, что мы хотим развиваться, что мы хотим сотрудничать, иметь с вами теплые взаимопонимания и взаимоотношения. И я думаю, что у нас не будет абсолютно проблем. И население республики, и те организации, предприятия, они знают, что они должны платить за свет. Если мы не будем платить за свет, за газ, то у нас невозможно поставить, так скажем, улучшить условия и дать нормальную электроэнергию. Поэтому я еще раз говорю вам слова благодарности. И мы, так скажем, для всех открыты, прозрачны. Мы служим для народа в первую очередь. И народ нас требует вот с каждым днем все большего. И поэтому мы хотим давать им, вот как нам завещал наш первый президент, это у команды есть задача, и задача благополучия населения. Если настанет тот день, что население будет довольно, но я думаю, что мы все по себе знаем, что довольны мы никогда не можем, но если у нас не будет претензий к нам, то это уже самый счастливый день для нас. Поэтому мы будем работать днем и ночью, чтобы у вас к нам не были претензий. Я думаю, что вы тоже будете относиться к нам с доверием и будете вкладывать средства, развивать свои сети, там, строить новые станции. И, как вы сказали, если будет и производство у нас, это мы будем молиться у нас только. Чечня сегодня переживает строительный бум. Один за другим вводятся в строй промышленные предприятия. Часто требуют модернизации энергосистемы. Этим и намерены заняться республиканские власти совместно с федеральной сетевой компанией. Планируется подготовка квалифицированных кадров на базе Грозненского нефтяного университета, а также привлечение инвесторов для строительства многоэтажного здания электростанций. Новые соглашения позволят также создать дополнительные рабочие места. Сегодня мы вместе с вами в исполнении указа президента Российской Федерации формируем новую компанию «Российские сети». И это первая встреча вот именно у вас здесь, в республике, при уже конкретной практической реализации. И мы берем вместе с коллективом наш Норэнерго
в последующем это будет Чеченэнергокомпания, обязательство, что это будет лучшее предприятие в российских сетях, выполнит задачи, которые вы ставите перед нами, в первую очередь надежность, это доступность нашей инфраструктуре, это опережающее развитие энергетики, у вас очень серьезный экономический рост, и мы сегодня в долгу перед вами, перед промышленностью. Самым таким значимым для нас явилось то, что начали все-таки строительство второго питающего центра 330 киловатт. Это подстанция Сунжа в районе города Гудермес. Это очень значимые вещи, которые были подписаны, и в принципе все пункты соглашения подписаны. Надо готовиться к подписанию нового соглашения, всего того, что уже создана новая компания российской сети. Вот по вашему заданию, то, что мы сейчас обсуждали, мы в рабочем порядке обсудим все вопросы. Уже к вашему приезду мы главе республики доложим, мы такое соглашение подготовим. Планы по развитию энергетической инфраструктуры республики были утверждены подписанием двухстороннего соглашения между министром промышленности и энергетики Чечни Галасом Таймасхановым и исполняющим обязанности гендиректора межрегиональной распределительной сетевой компании Северного Кавказа Петром Сельцовским. Теперь рабочим группам предстоит обсудить все детали подписанных соглашений, а специалистам как можно быстрее приступить к их реализации. Зора Саламова, Таймир Хаджиев, Тамерлан Арсунукаев. Новости. Сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров побывал с инспекцией в Министерстве спорта. Он выразил крайнее недовольство внешним видом здания, в котором работает ведомство. Глава отметил, что здесь как можно скорее необходимо провести ремонт и привести объект в надлежащий вид. Полностью ремонт, я шаркет включу, пакет уже хабак министр шваивом. А прошарка юличи. Это каю, стандарт патриция, пока саши фото дизайн. Ремонт еще дальше, да, я когда сказал. Дер он цей чур мат, балагат. И да, сутто цей балаг чур мат. Уже в рабочем кабинете министр Саламбек Исмаилов доложил, какая деятельность осуществляется. Готовится к сдаче гимнастический зал, создаются условия для велоспорта. Ведомство работает и над реализацией федеральной целевой программы. Гимнастический зал есть, вот здесь будут турники, стреловая свечи, чтобы выставить 1,5 метра от паргонде на кольца, турники, брусья, там чапелы, полностью закупить новые кольца, шаги. В течение 3 недель уже функционирует гимнастика. Так, велоспорт, шоссейный велогонка, средства шоу из-за возобновления шоу и легкие опять-таки ковидня. Отсюда Минску, чакру доктора. Так, дю США полностью поручение чакру реформу дю США и НЛО. В основном гале чуа дю США. Каждый по одной школе по району разбиты. Так, 52 школы передать школы от Минобразования. Еще по мере поступления специализированные школы. Или тяжелая атлетика, борьба основного профиля шесть. Оса и блок федеральная целевая программа. Это так. Чувак, за неделю полностью Киев Чапля, 2 миллиарда, 17 объектов Киев Чапля, Москва. Успели мы 13-15 год укладывали, а 7-15 решили, но 7 лет мы потеряли, 6-17, ну хотя бы очень удобно, говорит объект, чтобы кушать объектив, Чапля, честь нахай, гелж нахай, на живота. Отба масига на сервис тоже. Еще последний мутку с подписчиками полностью массами Чапля доходит. Также министр рассказал и о приоритетных видах спорта в республике. С успехом наши боксеры выступили на чемпионате Северного Кавказа. По поручению главы республики развивается самбо, учреждаются чемпионаты и турниры по этому виду. Говорили о последних успехах Аптия Ухадова. Серебряный призер Олимпиады уверенно выиграл чемпионат Европы. При этом он поднял вес на 3 килограмма больше, чем на Олимпиаде. Рамзан Кадыров отметил профессионализм спортсмена и рассказал, что именно на таких должны равняться начинающие. А внешний вид Министерства спорта должен измениться уже через 2 недели. Глава обещал вернуться с повторной инспекцией.
и вольно барбаяса, царна и юность России, олхаздан юпы, из-за специализированной цыган школе на базе как стационарный цыган сбор шешлуи, и олхда отца идешлу, адам али шаш, тербоин цыган, да. Видно, горец комплексуи, отсюда рахчу ремонт, бенфиной режим год и два, смеется баган специалист, почитатель. И Байсан Гуру, они сейчас готовятся, что горный воздух уже 3 недели он там последние свои тренировки проводит, что вот комплексует, всегда это что своими силами пьющий, но дальше уже когда там инициатива, обратиться к Минфинансу, вот иду, там есть гостиницы, столовые, дома, вот она была дальше. Bel dat was die gelezen. Bel was dan redelijk keer gelezen dan. Ik чую, что цены USD gelezen сtaan. Продолжаем выпуск. Сегодня в республику прибыл министр труда и социальной защиты России. Максим Топилин в ходе своего визита в Чечню ознакомится с работой учреждений социальной сферы республики. В аэропорту его встретили председатель правительства республики и региональный министр труда. Первым местом инспекции Топилина стал Грозненский центр социальной помощи детям. Гостей встретили национальным танцем «Лоузер». После этого были осмотрены условия проживания детей, комнаты досуга и отдыха. Максим Топилин лично пообщался с ребятами. Как дела? Как тебя зовут? Федеральный министр интересовался заработной платой и системой реабилитации пациентов в программе визита и другие специальные центры, а также проверка работы регионального бюро медико-социальной экспертизы и регионального отделения пенсионного фонда с целью модернизации предоставления социальных услуг населению. 21 апреля местное самоуправление России отмечает свой профессиональный праздник. В Горсовете прошло торжественное заседание, приуроченное к этому дню. Здесь собралось правление Совета муниципальных образований республики. Праздник местного самоуправления отмечается впервые. Соответствующий указ был подписан Владимиром Путиным в июне прошлого года. На торжественном заседании говорили о планах на будущее и делились успехами. Думаю, что этот праздник нужен хотя бы для того, чтобы в год один раз встречаться в таком формате или в расширенном, чтобы делиться своими успехами, намечать и определенные задачи для решения в будущем, для живого общения. Эти дни в Москве на конкурсе «Лучший муниципальный проект 2013 года» победил 12-й участок Грозного. Столица республики получила награду из-за лучшей практики в развитии городского хозяйства. Глава и мэр удостоены медалей за вклад в развитие местного самоуправления. Грозный, Москва и Самара включены в Союз городов России. Впервые также подписано соглашение о сотрудничестве между Советом муниципальных образований Москвы и Чеченской республики. Республика ждет своих наград. Делегация должна вернуться в скором времени. Наше местное самоуправление, Совет муниципальных образований Чеченской республики под председательством Хизриева Завора Хайдаровича возвращается с очень хорошими известиями, с чем я поздравляю весь чеченский народ с этим праздником. И хочу выразить уверенность и главе Чеченской республики, и всем гражданам нашей республики, что местное самоуправление Чеченской республики состоялось, и от дня ко дню будем приумножать свои победы и в деле решения и развития гражданского общества и разрешения социально значимых проблем развития местного самоуправления. Руководство республики оказалось поневоле втянуто во внутрисемейные распри некого Ильяса Дадалаева. Этот молодой человек нашел радикальное решение бытового конфликта, возникшего у него с деверем сестры. Выясняя с ним по телефону отношения, Ильяс, он мало того оскорбил оппонента, но и пригрозил ему физической расправой в случае неисполнения своих требований. При всем еще солгал, что является сотрудником службы безопасности мэра города Ислама Кадырова и пообещал в ближайшее время проучить родственника. Последний после окончания диалога связался с градоначальником и главой республики через социальную сеть с просьбой разобраться в ситуации. Мэр столицы после прочтения сообщений, несмотря на поздний час, решил разобраться. Узнал адрес проживания Ильяса Дадалаева и незамедлительно выехал на место. В результате общения с незадачливым юношей выяснилось, что тот является безработным. А на вопрос о том, что побудило его поступить таким образом, отвечает патриотизм. После непродолжительной разъяснительной беседы с градоначальником псевдоохранник признал свою неправоту и обещал впредь не портить имидж руководителя муниципалитета подобными выходками.
هنا خائن أرسل عوزة هون تروز بالبيرشة بعض تروز بالبيرشة هنا إتى أميلش تراو تك تروز بعض تك إتى أميلش تكون موبي بيرجات هنا وجرها الدنيا خيط جرها تباتشوا ويباتشوا بلا تباتشوا تكون هزنيسن نكزانيون يشتت تندي أو تريتي بعض وناخ أهاو تك ويش تك просто специалист لوك وين تك كيد نرسخيل تنزغيل كاتسغيل عميقا دات وحديقا كنت دالا هيتو غران هون خالص وندات توزو تك حويجي يتانجي غيل دوش يوز دوش شبكة دوش دالش وتدالتي دالش ونكزات دوش هون خالص بخير استلوان. И теперь вновь к работе нового ведомства. Министр по организации взаимодействия правительства с гражданским обществом побывал в Урус-Мартане, а также посетил республиканский онкодиспансер. Цель – проверить, как выполняются поручения главы Чечни. Элина Халидова продолжит. Новое жилье для остро нуждающихся. Министр по организации взаимодействия правительства с гражданским обществом инспектирует строящиеся объекты. 6 частных домов возводятся в Урус-Мартановском районе по поручению главы республики Рамзана Кадырова. Арбит Амаев сразу отмечает низкий темп работ. За 2 недели можно было достичь намного лучших результатов. Просто разница огромная. Семья Дидеевых и 7 человек ютится в старом обветшалом жилище. Денег еле хватает на еду, о новом доме не приходилось даже думать. Дидеевы, как и еще 5 семей из района, обратились к главе республики с просьбой о помощи. Арбит Амаев подчеркивает, строительство домов должно быть завершено к концу мая. على شو سياسي كان اسمه بونس تاع شو تروح ده المغلا ده وشيء سياسي هم دوسا موديل سياسي زو إذا مهتوا ويتنا بتشو هون أرتينوش ديالر صونو أرتينوش بعدولني حاج إشتن مودي أشدو حاج إشار ريزو واتسا حاج اتسوينا خن حاج قوش ديال ويأردي عنده بتشي شين ساعد لودي ده ساعد وينسون ويفندر ويدريتين هم تينوش تيدو قيش قيش ورت سمش ديش يبوع بيش بوتو طبعا هم بريفير ديال إدايته صونا حوسا وسي تجريزو شوم دلع صوني قيتسا إيشا حوصلش صون إيش مسوم تو حوصل دوقون ده المواطنين قوش بارمي أتسوقن وبتشو أردي عندهم. Уже в Грозном Арбит Амаев навестил пациентку республиканского онкологического диспансера. Сюда Альбика Дидигова поступила после обращения главы региона с просьбой оказать помощь в лечении тяжелого недуга. Женщине требуются дорогостоящие препараты. Как выяснилось на месте, некоторые из них в диспансере отсутствуют. Врачи ссылаются на поставщиков, которые задерживают заказ. В результате страдают пациенты. Но мне надо завтра сделать. Потом через 7 дней мне уже нужно. Я смотрю, лечение улини, ты контролируешь, что ну ешь хожди что. Лечение улини, ты не работаешь, ты не делаешь, да что рай, мать хода, что ты строки до, ты до контролируешь, ну вот что ты делаешь, врач, врач, что заведешь, и also don't, и что центры, когда уйдешь, гордон. دخل حاجة عشر ويبوش وأرجع نوما. يتوين ده أحد تقول بديش تكنترول حقيقة تقول كنترول يا شو ميديكامنت شيء كله تمام. Случаи, когда заказ задерживается в диспансере, хотя и не часто, но бывает. Подобные проблемы возникают не со всеми поставщиками, заверяет главврач больницы. К сожалению, некоторые препараты, которые непосредственно используются в лечении данной больной, они в данный момент отсутствуют, но генеральный директор фармснаба Майербек, значит, нам обещал в первых числах мая поставить все препараты, которые мы ожидаем. Ни в одном медицинском учреждении, тем более в онкодиспансере, не может быть безответственного подхода к работе. Не прошло и 2 часов после инспекции Арбита Амаева, как Министерство здравоохранения республики решило вопрос с медикаментами для Альбики Дидиговой. Элина Халидова, Халид Мавсаев и Дауд Куруев. Новости. Дороги туристов ведут к озеру Козиной-Ам. В Чеченском высокогорье побывали сотрудники корпорации развития Северного Кавказа. Группа изучает туристические маршруты и возможности республики. Гостей сопровождали сотрудники комитета по туризму и наша съемочная группа.
Путешествие группы туристов начинается с Харачоя. Родниковая вода привлекла к себе внимание сразу. Гости не смогли упустить шанс сфотографироваться на фоне девичьей косы. Название ручья связано с легендой. Впереди у туристов длинная дорога к Казиною, которая открывает неповторимый пейзаж горных высот. Серпантин ведет вверх сквозь ущелье и даже облака к жемчужине Кавказа. Всякий раз, приходя сюда, я останавливаюсь и приветствую озеро такими вот словами, четверостишием. И снова к тебе возвращаюсь, плененный твоей красотой, и снова тобой наслаждаюсь, жемчужина гор, Казиной. Вы сами видите, что это есть настоящая жемчужина гор. И не только гор, но и всей России. Группа туристов представляет корпорацию развития Северного Кавказа. Прежде всего, они оценивают туристический потенциал и выявляют достопримечательности. Представители корпорации объехали почти весь Кавказ, но Чечня оставила особое впечатление, признаются гости. Могу поделиться впечатлением, поскольку объехал уже и многие места на Северном Кавказе, и перед этим очень много путешествовал. 4 года обошел, в общем, всю Евразию. Могу сказать, конечно, это жемчужина. Это красивое озеро, просто великолепно. Это, вдохновляет. И я думаю, что летом тут просто вот хочется остаться, оставить всю цивилизацию и вот просто побыть какое-то время наедине с природой, наедине с какой-то такой божественной красотой. В цели группы входит и проверка туристических маршрутов. От озера Казиной-Ам они направились в Чеберлоевский район. Здесь планируется проложить дорогу, соединяющую Казиной-Ам с горнолыжным курортом Ведучи. В Грозный гости вернулись поздним вечером. Цель проекта, конечно же, продвижение Кавказа как региона и людей, населяющих очень таких душевных, по-простому сказать, собственно. Вот. И тот материал, который мы получили, может быть, я повторяюсь, но я очень впечатлен от нашей поездки. В рамках реализации проекта открытый портал, который будет вестись на 5 языках. О достопримечательностях Северного Кавказа и, в частности, Чечни, узнают далеко за пределами России. Санита Тутаева, Ислам Магомадов, Ильяс Якубов. Новости. Продолжаем выпуск. Более 300 приемов и десятки операций. Такую задачу поставили перед собой врачи-урологи из Санкт-Петербурга, которые прибыли в республику. В течение нескольких дней они будут принимать пациентов в республиканской больнице в Грозном, а также проведут отбор больных для дополнительного лечения в северной столице. Слово Лиане Айдамировой. Санкт-Петербург-Грозный. Более 2000 километров дороги позади. В аэропорту Грозный врачей-урологов встречали представители Министерства здравоохранения и Департамента внешних связей главы и правительства, по приглашению которых и приехали специалисты в республику. Представитель главы Чеченской республики Северо-Западного федерального округа организовал поездку урологов для отбора больных в клинике Санкт-Петербурга. Специалисты из Питера работу с местными пациентами начали с утра. Врачей в республиканской клинической больнице, несмотря на то, что это первый день их работы, ждала большая очередь. Берлант Магомадова страдает почечной недостаточностью. Медикаментозное лечение не дало результатов. После осмотра врачи отмечают, что пациентке необходимо хирургическое вмешательство. Операцию специалисты-урологи будут проводить в Санкт-Петербурге. Очень внимательные, добродушные осмотрели и отобрали на операцию Санкт-Петербург. Делегацию медиков возглавляет заведующий кафедрой урологии Санкт-Петербургского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук и заслуженный врач Российской Федерации Сальман Аль-Шукри. Всего врачи в республике пробудут 3 дня. За это время они планируют осмотреть около 300 пациентов. Если же больных окажется больше, то врачи обещают приехать в Чечню вновь. Спасибо за гостеприимство, очень теплый прием. Сегодня мы уже смотрели больных, уже подобрали больных для операции в Санкт-Петербурге. Прием еще продолжается, будем смотреть других больных. Посмотрели сегодня человек, по-моему, 8, из них подобрали пока 3 на операцию. Ближе к обеду отобрали 10 человек, которых будут оперировать в Санкт-Петербурге. На место пациенты вылетят уже на следующей неделе. На завтра запланирована операция в республиканской клинической больнице 2 больным. Все необходимое оборудование для этого есть. Основная цель приезда делегации Санкт-Петербурга – консультация больных, именно того контингента больных, которые мы здесь имеем мало опыта делать операцию. Это высокотехнологичные, очень сложные операции. Тех больных, которые мы сможем оперировать эти 2 дня, они будут оперировать. Те больные, которые не успеют или не смогут в силу отсутствия какого-либо оборудования, они будут в дальнейшем перенаправлены в Санкт-Петербург
к данным докторам, которые окажут им высококвалифицированную специализированную помощь. Всего за 3 дня специалисты планируют отобрать около 100 человек на иногороднее лечение. Возможно, это число возрастет в зависимости от количества пациентов. В свою очередь специалисты отмечают, что готовы помочь всем больным. Лиана Эдемирова, Халид Мусаев, Ваха Кантаев. Новости. Сотрудники УСБ совместно с сотрудниками спецбатальона особого назначения Грозный, инспекторами ДПС, а также инспекции по личному составу провели в республике очередные рейды на самых оживленных дорогах Грозного. Мероприятия прошли в рамках поручения главы Чечни. Они направлены на выявление сотрудников правоохранительных органов, нарушающих правила дорожного движения. К настоящему моменту уже есть определенные результаты. Напомню, что ранее в ходе проведения мероприятий недобросовестные сотрудники полиции получили дисциплинарные взыскания, а некоторые даже были уволены из органов внутренних дел. Данное мероприятие направлено на выявление нарушений среди сотрудников органов внутреннего дела. Имеются сотрудники наказанные, так имеются и сотрудники уволенные из органов внутреннего дела. Все выявленные нарушения докладываются министру рапорта. Накануне была получена оперативная информация о том, что 2 кандидата на службу в органы внутренних дел занимаются противоправными действиями. В ходе проверки сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД совместно с сотрудниками отделения уголовного розыска отдела полиции номер 1 Управления МВД России по Грозному и спецбатальона особого назначения Грозный в одной из квартир столицы республики обнаружили большое количество психотропных препаратов. По оперативной информации 30-летняя горожанка Камета Кубиева, не являясь медицинским работником, занималась незаконным сбытом сильнодействующих лекарств. Ее преступную деятельность прикрывал бывший сотрудник органов внутренних дел Мухади Мусаитов, который пытался восстановиться на работе. Несмотря на свои незаконные действия, трудоустроиться в правоохранительные органы республики планировала и сама женщина, которая работала в парикмахерской. Благодаря проведенным сотрудниками собственной безопасности и оперативным мероприятиям их незаконная деятельность пресечена. Также в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отделения уголовного розыска отдела МВД по Урус-Мартановскому району совместно с сотрудниками Центра по противодействию экстремизму МВД по республике по подозрению в пособничестве участникам НВФ были установлены и доставлены в отдел полиции 2 жителей республики. В ходе проверки установлено, что в 2008-2009 годах молодые люди поставляли продукты питания и закупали обмундирование для участников бандформирований, действовавших под руководством уничтоженного в июле 2009 года Адама Изерханова. Жители населенного пункта Шалажи Урус-Мартановского района республики Рамзан Салтаханов и Салман Хазанчаев 1986 года рождения уже дали признательные показания в совершенном преступлении и раскаялись в содеянном. В ходе беседы национальные лица дают признательные показания. В данный момент ведется расследование для сбора первичного материала. Жители Дышни-Ведено столкнулись с проблемой. Земля уходит из-под ног, в буквальном смысле. Власти предлагают переселение и помощь в строительстве нового жилья. Однако не все с этим согласны. Почему, выяснял Ислам Магомадов. У семьи Минхаджиевых земля уходит из-под ног в буквальном смысле. Полгода назад часть сада в одночасье обвалилась. После такого удара стихии мать уже боится выпускать на улицу детей без присмотра. Также покосился и угол дома. Семья из 7 человек вынуждена, рискуя здоровьем и жизнью, проживать в так называемой красной зоне. Это сейчас река Ахкичу безобидна, но в середине года, когда начинаются дожди, она достигает огромных размеров. Поток воды способен смывать все на своем пути. В частности, от этого страдают жители Дышни-Ведено. С каждым годом территория села уменьшается на несколько метров. Заделав хоть как-то щели, Хамзат взялся за ручку и бумагу. Обратился сначала в сельскую администрацию, затем в районную и в конце концов в прокуратуру. Вот только протягивать руку помощи никто не собирается, заявляет Минхаджиев. Он считает себя брошенным на произвол судьбы. Царсуек отказно языба хохсо ашвоз латтир. Ардёзул яце юрт хвалба халуш цан кяхат да цама да. Отказдия хон хаватюк евайт ас элриксо юрт хвакт алдацер. Хокон годиесо эц опоз шук евайт ал обратись диндар. Как оказалось, у этой медали тоже 2 стороны. В администрации поселения Дышни-Ведено пояснили, в районе действительно реализуется целевая программа, в рамках которой спецпереселенцам оказывается помощь. Причем нет никакого лимита на места, а исключение Хамзата Минхаджиева из списка – только его инициатива. Минхаджиев Хамзат написал заявление было зарегистрировано, принято. По этому заявлению выехала комиссия с администрации, был составлен акт соответствующий. Фотографии сделаны. После сборки документов всех Минхаджиеву Хамзату было предложено по программе спецпереселения переселиться в другой район. Он почему-то отказался, ссылаясь на то, что давно здесь проживает, эта земля его еще отцов и так далее.
В случае, если специальная комиссия признает опасной территорию, на которой находится дом, выделяется участок и строится жилье. Только вот старое домовладение переходит в собственность муниципалитета. Минхажиева такой расклад не устраивает, его интересует только компенсация. Если же Хамзат передумает и все же подаст заявление, ему готовы оказать ту же помощь, что и остальным. Если Хамзат к нам заново обратится снова, мы готовы ему помочь, в принципе, мы всегда шли навстречу населению. То ли от незнания закона, то ли еще от чего, но Хамзат Минхажиев не стал вдаваться в подробности программы переселения. Пока глава семейства разбирается с властями, дети вынуждены сидеть дома. Игры во дворе для них по-прежнему непозволительная роскошь. Ислам Магомадов, Таймир Хаджиев, Тимур Саратов. Новости. Ежегодная национальная премия в области прессы «Искра» определила лучших. В тройку финалистов вошел и наш блогер. Чеченскую республику на престижном конкурсе представлял начальник отдела внешних связей ЧГТРК «Грозный» Заур Цицаев. Отмечу, что в текущем году на суд жюри было представлено более 600 журналистских работ редакций федеральных и региональных печатных изданий, информагентств и онлайн-СМИ. Работы чеченского блогера получили высокую оценку жюри конкурса в номинации «Лучший блог Рунета». У меня блог посвящен так или иначе жизни Чеченской Республики. Я пишу, в принципе, и про политику, и про экономику, и про социальную сферу, спорт, культуру. Ну, в принципе, все сферы жизнедеятельности, все, что происходит у нас в республике. А выиграть мне было, не знаю, мне показалось, что вообще несложно было. Может, потому что я пишу то, что происходит в регионе. Сегодня в третьем совхозе Октябрьского района произошел пожар. Пламя охватило несколько частных домов. Из-за того, что крыша общая, пожар перекинулся на соседние дома. К счастью, никто не пострадал. Жители домов успели выйти. На место происшествия выехали сотрудники МЧС и пожарные машины. На данный момент они устанавливают причину возгорания. По предварительным данным, это замыкание электропроводки. В Каргалинской началось восстановление социальных объектов. Самый грандиозный из них – местный дом культуры на 700 мест. Все это происходит в рамках реконструкции Шелковского района. Тему продолжит Алевтина Банадекова. Здесь практически такая же стройка, как и в далеком 79-м. Каргалинский дом культуры в советские годы строили более 10 лет. Как и в пятилетку пытались закончить зал на 730 мест, балкон на 120 и большую библиотеку. И кто-то скажет, что в селе и не нужен такой грандиозный культурный проект. Но воспитание закладывается именно здесь. Более 3000 квадратных метров. И вот 11 министерств и ведомств создали специальный штаб по реконструкции данной станицы. У нас был субботник. На субботник вышли более 500 человек. Была задействована специальная техника. Занимались санитарной очисткой, демонтажом ветхих оград. Ну и под новые ограды копали траншею. Те сроки, установленные и главой Чеченской Республики, и республиканским штабом, мы думаем, что мы управимся, и станица Каргалиновская, она будет самой ухоженной и чистой. Напоминанием о прошлом здесь служит государственный герб Союза Советских Социалистических Республик. Особая гордость, которая требует реконструкции, единственная в регионе оркестровая яма. Строительные работы по восстановлению сельского дома культуры находятся под ведомством районной администрации. Уже к осени планируют завершить все необходимые стройки. Грандиозный дом культуры сможет принять мероприятия огромных масштабов. На сегодня сделали крышу, заканчиваем кровлю. Так, работает 48 человек на сегодня. Финансирует нас глава района, место муниципального образования. Собственно, срок 2 месяца нам дали. Уложимся, наверное, сделаем все. Строительные работы по всему муниципалитету проходят в рамках года Шелковского района. Уже есть объекты, которые планируют сдать к лету и началу осени. Теперь все зависит от природы и трудолюбия самих рабочих. Судьба района теперь в их руках. Алевтина Банадыкова, Халид Мавсаев и Джамаил Хаджалиев. Новости. Сегодня подвели итоги республиканского конкурса «Бекалахнейн-мод». В Грозный съехались победители предыдущих районных туров, более 80 человек. Перед членами жюри стоял непростой выбор. Кто оказался лучшим, знает Лариса Салтукиева. Красоту и богатство родного языка воспевали сегодня участники конкурса фестиваля «Бекалахнейн-мод». Итоговый гала-концерт собрал лучших победителей отборочных туров, проходивших с начала месяца во всех районах республики. В мастерстве исполнения песен, стихов, юмористических сценок на чеченском языке состязались более 80 конкурсантов.
Имани Дельмуханова – одна из самых молодых участниц фестиваля, победительница отборочного тура номинации «Вокал». Музыкой девочка занимается 2 года. Этот конкурс для нее первый. Но в победе Имани не сомневается. Отчасти это заслуга педагогов, которые поддерживают ее. Мы надеемся, что мы займем еще призовые места и дальше пойдем. Да, потому что у нас есть желание, и, по-моему, талант тоже у нас есть. Яркие стихи, искристый юмор и колоритная музыка. Скучать зрителям не пришлось. Каждый, выходящий на эту сцену, старался проявить все свои способности, чтобы в конце вечера оказаться в числе лучших. Уровень исполнительского мастерства, он с каждым годом растет. Но сегодня я вообще тоже была приятно удивлена. Дети справляются на профессиональном уровне. Несмотря на то, что ярких номеров немало, победителей выбирать все же надо. По итогам конкурса первое место в номинации «Художественное слово» занял конкурсант из Гудермесского района. В народном юморе лучшими стали представители Урус-Мартановского, а в номинации «Вокал» лидировал Департамент культуры Грозного. Также призерами стали участники Шатойского, Веденского, Наурского районов. Всех конкурсантов наградили дипломами и ценными призами. Лариса Салтукиева, Муслим Пицаев, Заур Магомадов. Новости. А я напомню, что сегодня глава региона побывал в Министерстве спорта. Он выразил недовольство внешним видом здания и подчеркнул, что в ближайшее время объект надо привести в надлежащий вид. Сегодня приглашаем на тренировку. Без маски будет боксировать. Министр будет со мной боксировать без маски сегодня. После глава региона вызвал на спарринг министра спорта из-за неудовлетворительного состояния здания министерства. Но за активизацию работы в развитии спорта Рамзан Кадыров все-таки разрешил Саламбеку Исмаилову надеть боксерский шлем. «Проголосуй за сердце Чечни». Акцию под таким названием провели сегодня активисты движения «Ахмат». Таким образом, молодые люди призывают жителей республики отдать свои голоса за центральную мечеть Грозного, которая участвует в конкурсе «Россия-10». С подробностями Мадина Гишлеркаева. Сердце Чечни по-прежнему остается в лидерах среди объектов Северо-Кавказского округа. За самую большую в Европе мечеть уже отдано более 350 тысяч голосов. Чтобы уверенно держаться на первом месте, необходима активная поддержка жителей. Именно поэтому активисты общественно-патриотического движения «Ахмат» проводят акцию под названием «Проголосуй за сердце Чечни». Призывом проголосовать за мечеть имени Ахмата Хаджи Кадырова во всероссийском конкурсе «Россия-10» ребята обратились к жителям Урус-Мартана и Очкой-Мартана. В листовке рассказана история сердца Чечни и описана архитектурная уникальность строения. Сердце Чечни находится на живописном берегу реки Сунжа. Площадь достигает 5000 квадратных метров, а вмещает мечеть более 10 тысяч молящихся. Такое же количество верующих могут совершать намаз и в прилегающей к мечети летней галерее и площади. Всероссийский мультимедийный проект «Россия-10» призван привлечь внимание туристов и всего мира к 10 самым красивым достопримечательностям страны. Конкурс будет продолжаться до 29 сентября этого года и пройдет в 3 этапа. Если мечеть имени Ахмата Хаджи Кадырова попадет в первую десятку по стране, то она будет в воссозданной миниатюре представлена в будущем ландшафтном комплексе «Парк России» в Московской области. Мадина Гишлеркаева, Магомед Чекуев. Новости.
Со счетом 3-0 в пользу грозненцев завершился матч Терек-Ростов 25-го тура чемпионата России по футболу. Нашей команде удалось реабилитироваться за обидное поражение в кубковом матче. Зеленые с первых минут взялись за игру, и на 10-й минуте гол в ворота забил Айлтон Алмейда. Следующий мяч забил игрок Ростова, но уже в собственные ворота. Автогол Галенды упрочил преимущество Терека 0-2. Далее игра немного успокоилась, однако в самом дебюте второго тайма с передачи того же Айлтона довел счет до разгромного Адилсон Варкин. Крупной победой Терек сохранил надежду на попадание в Лигу Европы. За 5 игр до конца чемпионата команду от еврокубковой зоны отделяют всего лишь 3 очка. Устремляется по правому краю, вышедший на замену как раз Макушевский. Передача. Ох, какой пас! Удар по воротам. Нет, все-таки пока не будет. Адилсон, удар теперь и 3-0. Терек делает счет разгромным. 3-0. И в конце выпуска я еще раз напомню, что центральная мечеть Грозного борется за право стать одним из самых узнаваемых объектов страны. Сердце Чечни лидирует по итогам интернет-голосования. Тем не менее, для победы важен каждый голос. Так что не забывайте ежедневно посещать сайты 10russia.ru и 10 Россия. И это было последнее сообщение нашего выпуска. Информационные итоги в полночь подведет моя коллега Лейла Катаева. Обеспечу.